Так сегодня выглядят надгробия советского и абхазского государственного деятеля Аслана Отырба и его супруги Татьяны Канджария, историка и педагога. А так памятник, расположенный в Национальном пантеоне на Сухумской горе, выглядел еще 3 мая. В этот день семья в православный праздник посетила могилу родственников. Все было как обычно, бронзовые образы супругов находились на месте. А вот уже 9 мая, в День Победы, дочери и внучки супругов Отырба Канджария поднялись к могиле родителей и увидели, что неизвестные осквернили памятники. Мы были буквально 3 числа на Радоницу, православный праздник, мы были здесь на могиле. Спустя неделя не прошла, вот на 9 мая мы приехали, дед прошел всю войну, ветеран Великой Отечественной войны. И когда мы пришли через неделю, уже не было наших барельефов. То есть не так, что мы приходим там в год раз или когда-то, мы часто в месяц 2 раза посещаем могилы наших предков. Нам, как семье, это не передать нашу боль, да, от этого, то, что не сделали во время войны наши враги, да. То есть получилось так, что сейчас в мирное время вот произошла такая ужасная ситуация. Сегодня это сделали одни, завтра это могут повторить другие. Мы, естественно, все восстановим, сделаем барельеф и так далее, но, во-первых, конечно, мы не сможем восстановить барельеф, который Марина Ефремовна Эшба делала, да, то есть это известнейший скульптор, и, не знаю, в Абхазии, наверное, нет человека, который бы не знал ее, и она считала это одной из лучших своих работ. Народный поэт Абхазии Мушни Ласури отмечает, что пантеон – место захоронения выдающихся личностей своего народа. Здесь покоятся известные писатели, поэты, политики, такие как Кезем Агума, Иван Тарба, Шарах Пачаля, Михаил Трапш, Нелли Тарба и другие известные люди. Новость о том, что несколько памятников были осквернены, болью отозвалась в сердце народного поэта Абхазии. Пришли 9 мая и видят, ужас они увидели здесь. Нет образа отца, нет образа матери. Это, знаете, это, конечно, позор, но слово «позор» не все это выражает. По-абхазски есть такое понятие «апсра», «айтапсра», то есть это двойная смерть, что ли. Они здесь плакали, они не смогли сегодня, значит, подняться к вам. Но об этом уже, по-моему, становится известно республике. Каким-то образом что-то здесь надо, конечно, исправить, к каким-то выводам надо прийти. Но одними мероприятиями, этими постановлениями и так далее, трудно что-то, мне кажется, исправить. Это дело всего народа. Вот. И человек изменился, человек стал совсем иным, мелким. Он почувствовал, что он ненаказуемый, все дозволено ему. И не только этим воришкам, но и многим. Атмосфера такая. К сожалению, пострадал и памятник известного советского политического деятеля Григория Пилия, которого первым похоронили в Национальном пантеоне. Неизвестные вандалы демонтировали его бронзовый бюст с надгробного камня. Мы узнали об этом вчера. Позвонила Алла Отырба и сказала, что такой ужас произошел. Мы очень расстроились. Слов нет, честно говоря. Я очень надеюсь, что эти люди найдутся. Потому что для нас это не просто наш дедушка, да, а это человек, который был общественным политическим деятелем, и он был первый здесь похоронен. И это был даже не барельеф, а такой достаточно массивный бюст бронзовый. Осквернили и памятник видного советского политического деятеля, заведующего отделом административных и финансовых органов обкома партии, министра юстиции и социального обеспечения Абхазской АССР Тимура Кецба. Аслан тамшигу паотырба йома Григорий Пилия йома Тимур Кецба йома рхатара ацакы артауа рыжлар рзыхын ирхыргоз яха хунткарра ямуа хепшимра язукпоз дарен рамтес хачнамырха язукпоз апсуа ирегуа цейча иреуп яха авандалча збакаква ирлохмарыз. Родственники похороненных в Национальном пантеоне отмечают, что наличие света и камер видеонаблюдения, возможно, предотвратили бы подобные инциденты. Но дело в том, что документально пантеон сегодня не прикреплен ни к одному государственному ведомству. Соответственно, за сохранность и чистоту кладбища никто не отвечает.
изҵанакуа, организациак иаҵанакуа, иахылаԥшуа, ахьчара, иара атерриториа, зегьы иахылаԥшуа иҟалар, убысҟаноуп аԥшәымак инапы ианҵаны ианыҟало, дахылаԥшуа ианыҟало. Иара иаакәыршаны агәара хкаатәуп, агәашә ацаԥхакуа иҟаҵатәуп, ахьчаҩ иахылаԥшуа дамазароуп, абарҭқәа ҟамлакәа ҳәарада ари нахысгьы ишыҟалаша атәы аҳәара даара ицәгьоуп. Уи еилыргаӡам, уи иӡбтәуп ақалақь анапхгареи, аиҳабыреи ирыӡбыра акәхоит џьара организациак ҷыдала знапы ианҵахо, шәҟәыла ишьақәыргыланы, аҭакԥхықәра абарҭ ирыдуп ҳәа ишьақәыргыланы ианыҟалалак, нас узазҵаауагьы дудыруеит аиҳабыра рҟынтәгьы, ақалақь анапхгара рҟынтәгьы. На месте акта вандализма в Национальном пантеоне уже побывали сотрудники МВД. Найдут ли вандалов, которые в поисках ценных металлов осквернили памятники видных исторических личностей нашей страны, покажет время. Анастасия Никонова, Сасрыква Гухава, Абаза ТВ.